развитию инновационной и инвестиционной деятельности, качественной реализации отраслевых программ и созданию объектов инфраструктуры. В ходе этого необходимо придавать серьезное значение современным методам оценки принятых стратегий и программ, а программное финансирование в дальнейшем осуществлять по их результатам и эффективности. Надо отметить, что объем местных бюджетов в 2017 году достиг 5 миллиардов сомани, в котором доля поддержки за счет республиканского бюджета составила 16%. Несмотря на это, анализ качества исполнения бюджета и программ социально-экономического развития в городах и районах показывает, что реальные возможности на местах не учитываются. Поэтому исполнительные органы государственной власти в областях, городах и районах должны принять конкретные меры для повышения эффективности и обеспечения прозрачности использования бюджетных средств, а также для формирования дополнительных источников пополнения местного бюджета. Об этом было отмечено в послании основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к Маджлисе Ули Республики Таджикистан. Сегодня в Генеральной прокуратуре Республики Таджикистан состоялось заседание Координационного совета относительно деятельности правоохранительных органов. В работе заседания принимали участие члены Координационного совета и начальники управлений Центрального аппарата Министерства внутренних дел, Государственного комитета национальной безопасности, Агентства государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией, а также Агентства по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан, Таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан и начальники управления отделов Генеральной прокуратуры, а также прокуроры городов, областей и районов. В ходе заседания Координационного совета деятельности правоохранительных органов Республики Таджикистан был рассмотрен уровень выполнения и соблюдения требований порядка продвижения учета единой регистрации преступлений лиц, совершивших преступные деяния. Относительно исполнения данного порядка были заслушаны отчеты сотрудников Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и представителей соответствующих других структур. По постановлению Координационного совета ответственным вышеназванных министерств и ведомств страны были даны конкретные поручения относительно обеспечения соблюдения законодательства в ходе регистрации преступлений, своевременного предотвращения и выявления нарушений закона. Также на заседании были подведены итоги деятельности органов прокуратуры республики за первое полугодие 2018 года. И были определены новые цели и задачи в укреплении законодательства, правового порядка и борьбы с преступностью. В ходе заседания Координационного совета также были заслушаны отчеты начальников управления отделов Генеральной прокуратуры, прокуроров областей, городов и районов. Генеральный прокурор Республики Таджикистан генерал-полковник Юсуф Ахмадзод Рахмон, подытожив итоги деятельности структуры, еще раз напомнил сотрудникам о целях и задачах относительно выполнения указов и распоряжений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмон, которые были озвучены в ходе встречи с работниками органов прокуратуры. На протяжении многих лет нехватка питьевой воды на Земле становится все более распространенной, а изменение климата и повышение температуры воздуха являются серьезной проблемой для человечества. В связи с этим международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» на период с 2018 по 2028 годы, принятое Организацией Объединенных Наций по предложению президента Республики Таджикистан, является большим успехом для жителей всей планеты в плане обеспечения доступа к чистой питьевой воде. О состоянии нехватки питьевой воды смотрите в материале наших коллег. Согласно официальным данным, каждый пятый житель планеты проживает в местности, где отсутствует питьевая вода. Однако эта проблема растет с каждым годом, а количество стран, сталкивающихся с нехваткой питьевой воды, увеличивается. Согласно анализам экспертов, 2,6 миллиарда человек в мире не имеют доступа к чистой воде. То есть из-за неэффективного использования водных ресурсов, повышения температуры и изменения климата из года в год нехватка питьевой воды становится проблемой номер один на планете. Согласно данным, ежегодно от 1,5 до 2 миллионов человек главным образом умирают от болезней, связанных с низким качеством воды или нехваткой питьевой воды. Более миллиарда человек испытывают трудности с доступом к чистой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам воде. Таких данных много. В 2013 году на международной арене возникло понятие «водная дипломатия». Это тоже было предложение Таджикистана. В рамках этого в Организации Объединенных Наций были приняты 3
30 документов, связанных с водой. И мы надеемся, что нынешнее десятилетие послужит устранению нехватки воды на планете. Таджикистан активно участвует в предупреждении мирового сообщества от последствий этого процесса и, по мнению экспертов, смог сыграть ключевую роль в решении водных проблем, как страна-инициатор, поскольку наша страна в последние годы является основным местом проведения региональных и международных мероприятий, связанных с водой. Действительно, вода для устойчивого развития сыграет очень важную роль во всех сферах. Будет содействовать координации и поощрению всех усилий для решения вопросов и проблем, связанных с водными ресурсами. По мнению экспертов, имеющихся водных проблем хватит всем, если наладить ее правильное и рациональное использование. А если не будут приняты своевременные меры, к 2025 году число людей, страдающих от нехватки чистой питьевой воды, достигнет 3 миллиардов человек. По инициативе исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в районе Сино, города Душанбе, были организованы курсы по повышению квалификации для государственных служащих. Целью этих курсов, которые проводятся по всей стране, является рассмотрение деятельности отдельных секторов народного хозяйства. Подробности в нашей программе. Эти курсы по повышению квалификации продолжаются в течение длительного времени, и их уже прошли председатели, заместители и секретари партийных организаций исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в Сагдийской области и районах республиканского подчинения. На этот раз подобные курсы прошли в районе Сино, города Душанбе, и по данным ответственных лиц, в последующие дни к этим курсам будут привлечены ответственные лица всех начальных партийных организаций исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана. В ходе открытия данного мероприятия представители Народно-демократической партии Таджикистана говорили о важности проведения подобных курсов и охвате как можно большего количества участников. Сообщили, что эти курсы способствуют повышению уровня осведомленности и политической грамотности молодого члена партии. Бабаджан-Гафуровский район является одним из активных производителей сельскохозяйственной продукции в Таджикистане. За каждый сезон здесь производятся десятки тонн свежих овощей. Чем в настоящее время занимаются дихкани этого района, узнавал наш корреспондент. С целью обеспечения развития сферы сельского хозяйства до сегодняшнего дня принято и реализуется несколько отраслевых программ. Предпринимаются дополнительные меры для решения проблем непосредственного финансирования сферы хлопководства, а также сектора обработки фруктов и овощей, стимулирования производителей сельскохозяйственной продукции и ее экспорта. Таким образом, земледельцы не только насыщают местные рынки качественной продукцией, они также содействуют реализации продовольственной программы страны. На полях Бабаджан-Гафуровского района сбор урожая сева был завершен. Сегодня здесь, после успешного сбора, земледельцы провели повторный сев других сельскохозяйственных культур. В этом районе, как сообщают местные жители, для повторного сева созданы все благоприятные условия. Пахотные земли обеспечены поливной водой. Пользуясь такими возможностями, земледельцы стараются провести сев на пустующих земельных участках. Благодаря своим неустанным усилиям они провели повторный сев в установленные сроки. Урожайность повторного сева зависит от своевременного и достаточного полива, и поэтому хозяйства стараются формировать навыки бережного и экономического использования воды. В условиях глобализации, столкновения цивилизации и провозглашения 2018 года годом развития туризма и народных ремесел является своевременным на пути к возрождению и развитию народных ремесел. Эта мера обязывает молодых людей и подростков по всей стране сосредоточиться на возрождении наследия предков и древних ремесел. Действительно, ремесленник во все времена пользовался особым почетом и уважением. О деятельности одного умелого плотника из района Лахш смотрите в нашем следующем материале.
Пир Махмад Ходжа Махмад более 30 лет занимается плотничеством. Он известен своими работами не только у себя в городе, но и за его пределами. Этот умелый мастер в основном занимается изготовлением музыкального инструмента дутар, причем профессионально, поэтому продукция уже получила всеобщее признание. Как и другие ремесленники страны, этот умелый мастер очень обрадовался оглашению 2018 года годом развития туризма и народных ремесел, и теперь намерен развить свое ремесло и увеличить наименование изделий. Свои работы Пир Махмад представляет на всевозможных региональных и республиканских выставках и не раз получал высокие оценки. Древесина, которая используется в его работе, выбирается по критерию стойкости, чтобы она не лопнула из-за сухости. Каждый вид древесины имеет свой собственный запах, вес и полезность. В этой семье Пир Махмад не единственный ремесленник. Представительницы прекрасного пола занимаются шитьем в стиле гулдузи, зардузи, карамадузи и другие. Все члены нашей семьи занимаются ремесленничеством. В свое свободное время мы из овечьей шерсти изготавливаем различные изделия. Открытие таких центров способствует возрождению народных ремесел и пропаганде высокой культуры предков, а также развитию туризма в этом горном уголке страны. В родильном доме города Куляб на днях произошло необычное событие. Несколько дней назад там на свет появился богатырь весом 7 килограммов 200 грамм. Врачи утверждают, что малыш – рекордсмен по весу среди новорожденных в Таджикистане. Наша коллега продолжит тему. Мать малыша – 30-летняя Тахмина Одинаева, жительница одного из кишлаков Куляба. Это 5-й ребенок в семье. Остальные дети тоже родились крупными – от 3 до 4 килограммов. По словам врачей, состояние здоровья ребенка удовлетворительное. Мать тоже понемногу приходит в себя после операции. 8 июля в 5 утра в нашем роддоме родился мальчик весом примерно 8 килограмм, ростом 60 сантиметров. В первые дни состояние ребенка было средней тяжести. Сегодня малыш чувствует себя намного лучше. Средний стандартный вес считается до 4 килограмм. Больше 4 килограмм считается достаточно крупным весом. В своей 20-летней практике я впервые вижу такого богатыря. Обычно вес новорожденных в Таджикистане колеблется от 1,5 до 5,5 килограмм. До Таджикистана малыши с крупным весом рождались в Узбекистане, Казахстане и в Китае. Персонал роддома в эти дни все силы направили на должный уход за ребенком и матерью. По словам врачей, ребенок и мать еще 3 дня проведут в больнице, а после выписки местные органы планируют создать все необходимые условия для малыша в стенах его родного дома. На смену наводнениям и оползням в Японию пришла 30-градусная жара и высокая влажность. Потоки грязи, которые смывали дома из-за высокой температуры, в буквальном смысле окаменели, чем усложнили работу спасателей. Жертвами стихии стали более 200 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются.